корпусе на 203-м микрорайоне начало отопительного сезона стало для жильцов большой проблемой. Из-за халатности соседей на 10-м этаже затоплены все квартиры до 1-го этажа. На месте находится моя коллега Сусанна Рожина. Узнаем у нее все подробности. Сусанна, здравствуй. Что произошло в этом доме? Ольга, добрый день. Да, мы сейчас находимся в квартире 32 на 203-м микрорайоне, где отопительный сезон начался вот такой как раз-таки проблемой, как мы можем сейчас видеть. Из-за халатности квартиры 66, которая находится на 10-м этаже, все жильцы именно этого дома пострадали. И, как мы видим, сейчас большие проблемы испытывают именно из-за протечки теплоносителя. Причем это горячая вода, и все жильцы с 10 по 1-й этаж затоплены. Следует отметить, что у жильцов свежий абсолютно ремонт. Этот дом был введен весной прошлого года, и, естественно же, жители сейчас не знают, кому и как обращаться за компенсацией, потому что мы связывались с управляющей компанией «Созвездие», и они говорят, это из-за халатности жителя 66-й квартиры, которая убрала вообще радиаторы во время запуска отопления. И вот мы сейчас будем общаться с хозяином квартиры. Оскар, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что у вас случилось сегодня? Ну, сегодня, как, значит, висело объявление, сказали, будет отопительный сезон, запускаться горячая вода. Значит, когда отопительный сезон, горячая вода дали, у меня началось с кухни протекать, вот, как вы видите, натяжной потолок она повесился вот так, и начала вода прям литься, как в водопаде. Но я не успел, вот так уже вся квартира в воде, вот 10 сантиметров уже в воде получилась. Дай бог вот соседям спасибо, чтобы они побежали, сразу начали помогать мне. Но я не знаю, сейчас вот сами видите, вот стены, вот потолок, вот и как что мне быть, не знаю. Скажите, пожалуйста, Оскар, а ваша квартира уже застрахована или нет? Мы, значит, получили в прошлом году ключи, но еще не успели застраховать. Вот, живем с апреля месяца этого года. Скажите, пожалуйста, какие ваши дальнейшие действия? Будете вы подавать в суд или иные действия? Ну да, сейчас, значит, с управляющей компанией пришли, составили акт. И еще дополнительно я, значит, приведу независимых экспертов, будет оценивать ущерб. И, естественно, наверное, буду подавать в частном порядке, обращаться в суд. А вам удалось поговорить с хозяйкой виновной квартиры? Нет, мне сказали с управляющей компанией 56-й квартиры, там вообще нету радиаторов, и от него, значит, вся вода пошла, говорит. Мы поднялись, мы с вами тоже поднимались, там никого не было. Не знаю, сейчас управляющие компании придут, скажут, что, посмотрим в дальнейшем, как, что они скажут. Да, мы со съемочной бригадой поднимались на 10-й этаж, квартира 56 закрыта, а также мы спускались на 9-й этаж, на 8-й, на 7-й, и там везде вода, даже в коридорах. И можете себе представить, какой объем воды может находиться в квартирах пострадавших. Ольга? Сусанна, я так понимаю, дом новый, у всех жильцов сделан свежий ремонт. Кто же все-таки будет компенсировать им весь ущерб? Как мы сейчас услышали, жильцы будут обращаться в суд и к независимым экспертам, и уже после этого будет оценен полный объем ущерба и будут возмещать, скорее всего, жильцы виновной 56-й квартиры. Сусанна, спасибо. Я напомню, Ольга? на прямой связи со студией была моя коллега Сусанна Рожина.